Уважаемый телезритель, тема сегодняшнего разговора – духовно-нравственное воспитание девушек, будущих матерей. В народе всегда говорили о том, что и хочешь узнать нацию, посмотри на как воспитаны ее девушки. И очень важно было наряду с хорошим образованием давать хорошее воспитание. Сегодня эта тема стала очень востребованной. И в этом направлении много делается со стороны государства и общественными организациями. Недавно общественное объединение «Казах-Каза» начало реализовывать очень интересный проект, который в обществе стал за короткое время известен. Это Казахский институт культурно-нравственного воспитания. И руководитель общественного объединения этого проекта сегодня у нас в гостях Каракат Абден. Здравствуйте. Здравствуйте. Абден Каракат Жахсылыккызы родилась в 1974 году в Акмолинской области. Окончила Институт народного хозяйства, кандидат экономических наук. В разные годы работала заместителем директора Национальной школы государственной политики, инспектором инновационного комитета партии Нур-Отан. Автор, учредитель Института культурно-нравственного воспитания и председатель общественного объединения «Казак-Кызы». Я думаю, очень смелая, интересная идея. Многие об этом говорили, да, культурно-нравственное воспитание девочек. А вы сделали этот проект. У нас в обществе это достаточно серьезная проблема. Именно когда в отрыве от традиции, в отрыве от нашей национальной культуры воспитывать девочек. Сегодня очень много проблем и в обществе связаны с большим количеством разводов. Почти 30% семей сегодня распадаются. Вы очень верно подметили эту тревожную тенденцию. Сегодня общество четко пришло к пониманию того, что ядро многих социальных бед кроется в недостаточном внимании к вопросу воспитания подрастающего женского поколения. Прежде всего, нужно обратить внимание на воспитание наших дочерей. Именно они, будущие матери, будущие хранительницы нашего семейного очага. И что мы здесь упускаем вот воспитание девочек? Вот, на что вы особое внимание обращаете в этом? Очень много утеряно вот за эти годы. Мы очень сильно увлеклись интеграциями, глобализациями. И сейчас это все грозит потерей классического образа женщины в целом. То есть женщина сейчас уже не является символом женственности, таинственности. И в этом, конечно, свою роль играют и масс-медиа. В меньшей степени ее показывают как личность. Или же другое проявление, грубость, вульгарность, это уже проявление, скажем, такого европейского, западного такого влияния на нашу культуру. И то, и другое как бы для нашей казахстанской культуры совершенно не свойственно. И что вы предлагаете? Вот формат, вот опять с небес на землю. В этом, сказать, что какой-то пафос присутствует. Что конкретно вы делаете? Чем отличаются вот ваши подходы от различных кружков по интересам, да, там, вышивания и так далее? Какие вот новые подходы у вас есть? Мы не занимаемся красотой внешней. Наша задача наполнить внутренний мир девочек, наполнить их нравственностью. Я думаю, в этом отношении народ издавна говорил, что правильно воспитанная дочь – это гордость нации. Да? Какие вот занятия у вас происходят? На что вы сориентированы? Какие качества вы воспитываете? Абсолютно верно. Есть такая мудрость, когда мы воспитываем девушку, мы воспитываем целый народ. Поэтому вот эта программа, она и создана с акцентом на нравственность, на мораль, на этику. У нас 12 модулей. Основной модуль – это этика, нравственность, культурно-нравственное воспитание казахстанских девушек. Здесь и уроки материнства, здесь же и семейные традиции воспитания. И сегодня я с гордостью могу сказать, что из всего количества воспитанниц 35% составляют девочки других национальностей. Речь не идет о какой-то этнической избранности. Да, абсолютно здесь? Нет. Мы говорим, что у каждого народа есть
народности, этнической группы есть традиционная система подхода воспитания девочек. Да? Вы берете самое лучшее из всего. В корне везде уважение к старшему, преклонение перед старшим, преклонение, мудрость вековая. Это все одно и то же. Это постоянные ценности, на которых держится мир, целомудрие, доброта. Эти понятия одинаковы у всех народов. Поэтому наши двери открыты для всех казахстанских девушек. С другой стороны, у нас есть примеры создания школ всяких, значит, отдельно для девочек. Да? Какие-то пансионаты женские, они в Европе очень сильно развиты, когда их отдельно воспитывают и учат. В чем отличие вот вашей школы от таких вот центров? Или это одно и то же? Когда мы работали над проектом, то, конечно же, мы обратились в первую очередь к мировому опыту, к историческому опыту. Вот был очень хороший опыт того же Смольного института благородных девиц. Да? Наша школа, наш проект, он синтезировал в себе вот лучший опыт тех школ. Наша школа все-таки это дополнительное образование. Девочки, девушки от 8 до 18 лет приходят к нам в свободное от учебы время, до обеда или после обеда. В этом отличие они не живут у нас, они приходят в свободное время. И нет, наверное, необходимости жить в пансионате, потому что жизнь, она проходит вот на наших улицах, и нужно создавать проекты для жизни. А как относитесь к тому, чтобы вот раздельному воспитанию мальчиков и девочек? Да, я отношусь к этому не очень хорошо. То есть общеобразовательная школа, она должна быть общей, потому что в реалии мы живем и девочки, и мальчики вместе. Но воспитание должно быть, конечно, специализированным. То есть девочкам отдельно нужно говорить, что допустимо, что недопустимо в их воспитании. Я с вами соглашусь. Вообще проблема многих таких закрытых организаций, как и пансионатов для девочек, так и школ для мальчиков, это, конечно, слабая социализация именно с противоположным полом, неумение себя вести. Потом возникают проблемы и в семейной жизни. И я думаю, что изоляция – это не самый правильный подход. Конечно, абсолютно с вами согласна. В то же время, вот, учитывая специфику, да, вашего заведения, все-таки у вас предусмотрены совместные занятия, как приглашение мальчиков, где-то умение именно общаться с противоположным полом? Мы не видим в этом необходимости. Как бы вопрос так не стоит. Наша задача как бы больше работать над формированием личности девочек, вот по личностному росту, дать им навыки, которые необходимы им во взрослой жизни, научить их гармонии, пробудить их женские начала, потому что, как ни говорите, все равно природа женщины и природа мужчины совершенно разная. Матери не могут уделять достаточное внимание воспитанию девочек, своих дочерей. Здесь вот еще такой вопрос. Казахи традиционно отличали возраст. Да? У нас вот 12-13-летний возраст был порогом, еще или час мы говорили. Переход из одного, значит, временного периода, да, в другой. И девочек до 12-13 лет мы называли кызбала, воспитывали вот, по одним где-то меркам, то есть учили там домашнему хозяйству. После 13 лет мы их обучали больше женственности, правильно выглядеть, правильно себя вести. То, что позволялось в 10-летней девочке, не позволялось 13-летней. Да? Она должна быть уже быть более сдержанной, вести себя серьезнее, к ней уже больше строгости было. Вот какой возраст приемлем для вашей школы? То есть вы для каждого... С какого возраста какие программы есть? Отличаются ли программы для младших и для старших? Вот как автор проекта, который я действительно очень долгое время занималась созданием концепции нашего института, я могу сказать, что самый хороший возраст для обучения по нашей программе – это от 8 лет. 8-10 лет. Конечно, и 15 лет хорошо. Это для начала 8-10 лет, да? Но вы же до 18 лет учите. Я уже до этого сказала, что самое важное – это нравственность. То есть в 15 лет личность уже отчасти сформирована.
Но и сложно спорить, сложно уже менять мировоззрение. А 8-10 лет как бы такое чистое поле для того, чтобы правильно кирпичик за кирпичиком сложить в головке, что вот девочка должна какой быть, чего требует сегодняшний день от девочек, от современных девочек. То есть она должна быть и очень хорошо воспитана, это однозначно. Она должна уметь вести домашнее хозяйство. Но самое важное, у нее сейчас уже должно быть правильное понимание того, что наравне с успехом она будущая мама. Мы учим правильно организовывать свое время. То есть если мужчине нужно добиться успеха, нужно что-то там успеть, женщине нужно успеть в 2 раза больше. Я с вами согласен в том, что нужен особый подход. Я все-таки сам воспитал дочь, и до того, как выдал ее замуж, много об этом думал и всегда чувствовал необходимость дополнительного воспитания. Именно говорить, да, в первую очередь для женщин это создание семьи, стать мамой. И мы должны об этом говорить, хотя где-то воспитательный процесс школы на этому меньше внимания уделяется. Мне кажется, мы восстановим все свои традиции. Но сегодня надо это делать быстрее. Сколько девочек вы сможете воспитать? Вот успеем поменять ситуацию? Ну, на самом деле, самое важное, наверное, положить начало этому процессу, повернуть общество вот к этому вопросу. Вот именно актуальность этого вопроса ясно подчеркнуть. У вас все-таки стоит задача пропаганды вот новых этих Конечно, подходов, да? конечно. Кто будет учить этому? Да? У нас, насколько я знаю, специалистов в этой сфере не так много. Да? Например, если берем специалиста-психолога, то их не учили учитывать наши традиции, нашу культуру, как бы учиться по одним учебникам. То же самое связан вопрос с умением где-то национальные традиционные там, блюда готовить, да, или изделия, ковры, там, кашму делать. Где вы находите специалистов? Нам помогают общественные деятели культуры. Они приходят даже вот просто так. Вот чисто из гражданской позиции обучают наших девочек. Это и что если это искусство, то это из шабыта преподаватели. Если это психология, то мы, конечно же, смотрим лучших преподавателей психологии из школ, из этих тренинговых центров. Дорогое удовольствие, наверное, да, как бы воспитывать детей именно в таких условиях все-таки. Есть вопрос содержания этой организации. Вам государство финансирует. И насколько этот вопрос экономически является выгодным? Конечно, каждый, кто захочет, не сможет привести сюда ребенка. Мы не ставим целью зарабатывать деньги. То есть все деньги, они уходят просто на оплату преподавательского труда. А наша задача – подобрать лучших специалистов, выстроить правильную методику. Как у вас ощущение? У родителей сегодня появилась потребность именно пользоваться услугами различных вот таких школ, сферы дополнительного образования, чтобы воспитать в своих дочерях именно вот духовно-нравственное, культурно-нравственное начало? Мы сейчас поняли, что вот нашего проекта мало. Вот то, что существует только в Астане, не покрывает всех пожеланий родителей, общества. Поэтому мы ставим задачу открыть свои региональные центры во всех областях. Я думаю, вы в начале пути. Может, будут ошибки, может быть, какие-то проекты, направления вы свернете, добавите новое. Но в любом случае, я думаю, что проект очень полезный для общества, нужный. Я хочу вас поблагодарить за участие и пожелать успехов вашим интересам и нужным для общества проекте. И вам спасибо.